Местом встречи форума стадион «Казань-Арена» сделали специально. Как объясняют, это самый хороший пример инвестиций в спорт. Если футбол на стадионе играет примерно 20 дней в году, то предприниматели работают здесь весь круглый год. Как рассказали, сейчас заполнены все площади, предназначенные для бизнеса. А это примерно 20 тысяч квадратных метров. Вот мы видим, люди здесь работают. Во всех секторах стадиона разместились более 10 крупных проектов, как, например, вот этот вот спортзал. Именно так использовать спортсооружения, чтобы они никогда не стояли без дела, сегодня на форуме призвали руководителей из всех регионов страны. Другой успешный татарстанский пример, который советуют взять на заметку – создание спортивных производств. Так у нас в республике известный хоккеист Данис Зарипов организовал выпуск клюшек. Выпуская готовую продукцию из сырья, которое в свою очередь произведено в республике Татарстан. Мы тесно сотрудничаем. Мы локализовали поставки материалов на 90% на территории Российской Федерации. То есть, как отметили на форуме, спорт при правильном подходе может хорошо работать на экономику страны и приносить немалые доходы. При этом, как считает Рустам Миниханов, делать деньги на спорте не должно быть самоцелью. Надо людей научить, как зарабатывать, на чем зарабатывать. Это не должно быть в ущерб основным тем задачам, которые мы ставим. То есть не ущерб детским спортивным школам, не ущерб тех спортсменов, которые занимаются. Опыт республики в этой сфере собирается перенимать Министерство спорта России. Его руководитель Павел Колобков и президент Татарстана сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Татарстан, конечно, и Казань для нас является таким вот очень важным партнером и примером вообще отношения к спорту и продвижению спортивных принципов, идеалов. Сейчас российский рынок спорт-индустрии оценивается в 600 миллиардов рублей. Вот только отечественные производители занимают лишь 10-ю часть. Чтобы помочь нашим бизнесменам, на федеральном уровне собираются убрать бюрократические препоны, также задумываются и о государственном протекционизме в этой сфере. Запрет на закупки иностранного оборудования. Мы сегодня применяем эту статью в закупках по линии гособоронзаказа. Ничто не мешает нам, ни ВТО, никто, подобные меры принимать и при государственных закупках спортивного инвентаря. Все озвученные на форуме предложения адресуют правительству страны. Еще одна сопутствующая задача преобразований, чтобы больше половины россиян начали активно заниматься спортом. Дмитрий Аяринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.